Указ о создании особой экономической зоны Амра в Галском районе был подписан президентом Раулем Хаджимба еще в 2016 году, но пилотный проект по его реализации был представлен на обсуждение общественности только сейчас. Согласно проекту, 7123 гектара земли в Галском районе Абхазии передается в аренду компании «Растеко» на 49 лет. Следует отметить, что вся земля нецелевого использования. В основном это болотистая местность, которая непригодна для сельхозпроизводства. Наш проект именно нацелен на то, что потенциал и страна развивается так, как может сама. Мы как бы дополнительный источник, который можем потенциально привести. И переговоры, которые мы привели и проводим по всему миру уже много лет, как раз нас привели к уверенности в том, что это возможно, потому что на самом деле очень крупные транснациональные компании многих стран, я не буду сейчас их перечислять, да, с которыми мы ведем переговоры, и изъявили большую активность, потому что факторов интереса здесь, конечно, много. Та площадка, которую мы открываем сегодня, это только для того, чтобы сказать, что мы есть, мы готовы, мы открыты для всех, кто хочет прийти, работать на этой прекрасной территории. То есть территория огромная, потенциал очень интересный. Почему под свободную экономическую зону были выбраны именно земли Галского района, объяснил заместитель руководителя администрации президента Атгур Лушба. На сегодняшний день это депрессивная зона, в которой практически никакой хозяйственной деятельности не присутствует. И наличие таковых земель, которые не задействованы в экономическом обороте, тоже были одним из тех факторов, которые повлияли на принятие этого решения. С целью той, что при реализации этого инвестпроекта депрессивный регион может стать одним из тех, который выйдет на другой экономический уровень. Есть еще и другие факторы, которые повлияли на принятие решения. Это, например, наличие трудовых ресурсов в Галском районе. Он достаточно населен по сравнению с другими нашими административно-территориальными образованиями. И совокупность тех или иных и еще нескольких, будем так говорить, сопутствующих факторов повлияли на принятие этого решения. Практика создания подобного рода свободных экономических зон широко применяется во многих странах мира. И главная цель проектов – стимулирование роста экономики, декларирование определенной территории в качестве международного экономического центра, обеспечение наиболее благоприятных условий для привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру, туризм, международную торговлю, повышение социального благополучия населения. Что касается особой экономической зоны Амра, то здесь планируется организация мощного современного транспортно-логистического центра, основной частью которого должен стать морской порт. Экономика Абхазии переживает достаточно сложные времена, которые сопровождаются политическими, социальными, экономическими, демографическими сложностями. Поэтому одним из путей выхода из сложившейся ситуации мы видим в модернизации экономических подходов, использовании новых инструментов, в том числе за счет создания особых экономических зон. В чем преимущество? В первую очередь это, безусловно, развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест и рост занятости населения восточных районов Абхазии прежде всего, увеличение поступлений в бюджет, активизация внешнеэкономической деятельности, улучшение условий жизни населения региона. Участники встречи обсудили все «за» и «против» создания особых экономических зон на территории Абхазии. Безусловно, выгодное геополитическое расположение нашей страны, а именно близость к одной из крупнейших мировых держав и возможность использования морской транспортной логистики делает Абхазию привлекательной для зарубежных инвесторов. В то же время, как было отмечено за круглым столом, есть вопросы, которые необходимо решить в первую очередь. Создать условия, при которых и права инвесторов, и права государства будут защищены. Безусловно, особая экономическая зона сама по себе не является какой-то панацеей для того, чтобы привлекать инвестиции и более эффективно работать в части реализации государственной инвестиционной политики. Что здесь, конечно, даже несмотря на то, что проект реализуется частным образом, необходима скоординированная работа уполномоченных госструктур, Министерства экономики, Государственного таможенного комитета, Министерства по налогам и сборам, Министерства финансов и других органов. И, конечно, фактор обеспечения безопасности инвестиций, гарантий, которые мы должны предоставлять, и обеспечение физической безопасности, исходя из тех примеров, которые тоже мы сегодня вспоминали, имели место у нас
на территории. Ну, в завершение хочу отметить, что, опять же, если те планы будут реализованы, конечно, это будет очень серьезная ситуация, очень серьезный проект, имеющий очень долгосрочные и хорошие последствия. Как отметили представители управляющей компании «Ростеко», это только первая встреча, на которой был обсужден пилотный проект. Генеральный план по созданию особой экономической зоны в Галском районе компания представит до конца текущего года. Кроме того, не позднее 1 января 2020 года компания должна приступить к благоустройству особой экономической зоны и не позднее 1 января 2022 года приступить к строительству необходимой инфраструктуры. Алька Трапш, Тамас Чиковани, Алексей Агухава. Абхазское телевидение.